это горизонт возможностей. И вот этот горизонт возможностей не всегда позволяет достичь тех целей, которые мы для себя определили. Компонентой является, я все-таки вернусь, с моей точки зрения, неуспеха палаты заключается в том, что у нас совершенно иная модель формирования общественной палаты, нежели модель Российской Федерации. Напомню, модель Российской Федерации 1/4 формирует президент, половину палаты формируется из членов общественных советов регионов, которые делегированы в общественную палату. И затем создается комиссия, которая определяет по направлениям перспективным для общественной палаты, определяет остальную 1/4 часть. Вот. Что происходит у нас? У нас глава назначает 1/3, 1/3 назначает Государственный совет, то есть власть. И они же определяют 1/3 от других. Никакой комиссии при этом нет. Поэтому вот эти модели, они дают совершенно разный эффект, мне думается, в достижении целей Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты, в частности, вот, Республики Коми. Что бы я хотел пожелать в связи с этим вопросом, который я поднял, чтобы я этот вопрос начал, но не доделал. Мне бы хотелось, чтобы, как минимум, если невозможно изменить парадигму этого назначения главой Государственного совета, то хотя бы, чтобы Общественная палата, вы участвовали в формировании нового совета. Почему? Потому что я высказываю мнение председателя, ей обидно, она не скажет, ей обидно, у нее есть свое видение, у нее есть коллектив, с которым она проработала 2 года, она знает их по определенным качествам. И ей обидно, что ее мнение не вошло при формировании, никто не послушал при формировании нового состава. А всего-то нужно спроектировать модель Российской Федерации. Напомню, там половина комиссии состоит из членов старого состава, одна 1/4 состоит из людей, которых избрал президент, в данном случае пусть это глава будет, да? И 1/4 только из нового состава. У нас же получается 3/4 десятку выбирают все новые. Это будет совершенно другого качества палаты. Это что касается структуры. Что касается качественной составляющей, да, все-таки основной посыл — это набрать, как говорится, фактуры мяса. Поэтому мониторинговая составляющая, мне видится, что это самое приоритетное. Откуда же набрать нам этого мяса, этой фактуры для того, чтобы принимать какие-то решения? Мне видится, что Общественная палата должна участвовать в формировании общественных советов, допустим, профильных министерств и ведомств. Мы должны участвовать в формировании этих советов. В свою очередь, эти советы, сформированные в ведомствах, они должны являться по договорам, это другая уже, это не важно какая форма, они должны являться экспертным сообществом Общественной палаты. То же самое я вижу приобретение такого экспертного сообщества из муниципальных структур. То есть советы муниципальные должны быть экспертными советами, экспертным обществом в Общественной палате, а председатели общественных советов муниципального уровня, мне видится, должны быть членами Общественной палаты. Это, в свою очередь, усилит их ментальность, менталитет на местах, потому что есть факты, когда председатель общественного совета не в должной мере взаимодействует или подвержен влиянию главы муниципального образования. В свою очередь, если бы он был там, на месте, являясь членом Общественной палаты Республики Коми, он бы имел другой вес, и работа шла бы по-другому. Таким образом, вы видите, что эта модель приобретает совершенно другую конфигурацию, и она будет напитана многими идеями и многими вопросами, теми, которыми вы не сможете сами узнать о проблемах.
вам постоянно будет из 21 региона советы подкидывать какие-то идеи, которые вы сможете воплощать.